уже онлайн. У нас идет прямой эфир в Facebook. И подключились почти все. Директор Республиканского центра по укреплению здоровья Нурля Алмазбековна. Здравствуйте. И Шакират Эркиновна. Здравствуйте. Здравствуйте. Шарадиловая, вы здесь? Здравствуйте, Так. я здесь. Все, можем, в принципе, начать. Добрый день, хорошо. коллеги. В очередной раз Здравствуйте. встречаемся, да? Слышно, да? Да. Да, слышно. Слышно, да? Если слышно. Да. Я хочу сейчас запустить вот эту презентацию. Так, мы сейчас вас сделаем соорганизатором, а сейчас я передам слово нашему модератору, Шарадилу Бахтугулову, и Да, чтобы это мы я. могли начать Здравствуйте. вебинар. Добрый день. Да, здравствуйте, здравствуйте. Хорошо? Шарадиловая, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Та тематика, которая сегодня будет обсуждаться, она действительно представляет очень большую актуальность, да? Учитывая те достаточно, скажем так, сильно действующие слухи, которые витают у нас в обществе о пользе или вреде вообще прививок, и в частности вакцин против COVID-19. И, соответственно, ну, учитывая то, что у нас, понимаете, да, что у нас есть такая дилемма. Мы как бы светское государство, но в то же время мусульманская страна. Да, и поэтому в последнее время такой особой актуальности приобрел вопрос дозволенности прививок не просто в исламе, но и среди религиозных организаций. Надо понимать, что в современных реалиях людям по-прежнему угрожает множество болезней, и именно защитой от некоторых из них и объясняется, в общем-то, вакцинация. И вот об этом мы будем сегодня говорить в ближайшие 60 минут, отведенных нам. И по нашей программе у нас приветственное выступление, как бы поделено на 3 основные части. Да? Приветственное выступление и затем хорошая такая лекция, ну, я не скажу лекция, а доклад госпожи Алтымышевой. Ну и потом у нас сессия вопросов-ответов. И вот в этой связи разрешите первое приветственное слово передать руководителю, менеджеру проекта, директору представительства Международной некоммерческой организации International Alert в Кыргызской республике Шакират Тактасуновой. Вам слово. Спасибо большое, Шарадил. Во-первых, я бы хотела поблагодарить всех участников и, ну, в первую очередь, конечно, директора Центра укрепления здоровья и массовых коммуникаций Нурля Алмазбековна. Большое вам спасибо, что вы нашли время и согласились выступить вот, и участвовать, ну, вот в нашем вебинаре. Шарадил, большое вам спасибо за модерацию и, естественно, вот все наши слушатели, потому что мы как бы ну, вживую, да, сегодня участвуем, и потом я знаю, что у нас будут в Ютубе вот эта вся информация, и, конечно, будут определенные вопросы, и мы, наверное, будем тоже еще потом отвечать. Ну, то есть обратимся с вопросом к нашему спикеру. Вот. И на самом деле, действительно, эта тема очень актуальна, да, и тем более сейчас она как бы вот как раз на слуху, последние новости были как раз-таки по поводу различных типов вакцин, которые вот уже, ну, по всему миру используются, вот в Кыргызстане, которые, надеемся, в ближайшее время это будет. Особенно очень много вопросов было со стороны наших партнеров, со стороны религиозных организаций, потому что вот эти вопросы тоже встают в плане безопасности, в плане вот этих вакцин, да, в плане того, что насколько они, содержание этих вакцин, потому что противоречат ли они каким-то религиозным канонам, да, вот наших партнерских организаций, то есть членов вот религиозных организаций. Вот, и вот эти сообщества. Потом были вопросы в отношении, там, насколько дети могут, там, или подростки вакцинироваться, значит, люди старшего поколения, да, то есть вот очень много таких вопросов было. И поэтому вот эту тему, да, вот мы как раз-таки определили ее такой актуальной, вот.
И поэтому ее адресуем сегодня вот как раз непосредственно руководству РЦУС. Вот, поэтому большое спасибо. И вообще мы хотели поблагодарить вот на протяжении этого всего проекта. Мы, в принципе, вот очень-очень тесно, да, вот с Республиканским центром укрепления здоровья вот реализуем этот проект, эти вебинары проводим. Ну, естественно, вот Госкомиссия по делам религии, потому что это вот две организации государственные, да, которые вот действительно помогают нам вот в реализации этого проекта. Мы совместно это делаем. И вопросы как бы с двух сторон, со стороны здравоохранения и со стороны именно вопросов религии, да, вот. И, естественно, вот эти все наши партнеры, религиозные организации, члены рабочей нашей межконфессиональной рабочей группы вот сегодня тоже присутствуют. Возможно, они тоже будут задавать напрямую эти все вопросы. Поэтому я бы призвала вот как раз-таки поднимать, какие вопросы у вас есть, вот, особенно в ваших сообществах. Я так знаю, что к вам обращаются. Ну, большое спасибо, и я думаю, что вот будет очень интересный такой у нас разговор. Спасибо. Спасибо вам большое. И, уважаемые коллеги, давайте перейдем к докладу Нурили Алмазбековны. Вам слово. Так, презентация, да, у нас будет? Так, добрый день, уважаемые партнеры. Слышно, да? Все замечательно слышно. Да, Да, если вас слышно, то я сейчас демонстрация экрана. Так, вам права уже передали, да, на демонстрацию экрана? Хорошо. Да, передали. Так, видно, да? Да, видно. Не могли бы вы сначала сказать о Республиканском центре укрепления здоровья? Что это за организация, при ком она находится, чем занимается? Как бы, я так думаю, для многих наших слушателей, ну, скажем так, впервые будет получена подобная информация о РЦУС. Мы уже не впервые с вами встречаемся. Да, это правда. Центр укрепления здоровья и массовой коммуникации. Мы являемся профилактической организацией, основной целью которой является продвижение здорового образа жизни среди населения и внедрение вот этих... Второй мандат наш – это массовая коммуникация. Мы информируем о деятельности Министерства здравоохранения. На сегодняшний день наше министерство уже переименовано, вы знаете, да, произошли реформы, и мы называемся Министерство здравоохранения и социального развития. Давайте по ходу я буду еще рассказывать, да, если можно. Конечно, конечно. Как мы построим свою презентацию? После завершения будете задавать вопросы или же по ходу? Может быть и так, да, все-таки вот где-то будут вопросы на уточнение в ходе презентации, а после презентации, наверное, вопросы появятся на понимание, да? Или комментарии какие-то. Данная презентация «Вакцинация против COVID в Кыргызской республике», да? Я вообще хотела бы начать все-таки эпидемиологической ситуации, то, что у нас в мире, да, на сегодняшний день, как мы уже знаем, заболеваемость COVID-19 в мире, по данным ВОЗ, вот на 24 февраля у нас в мире зарегистрировано 112 миллионов 691 тысяча 908 заболевших, да? Из них 88 миллионов выздоровело. Умерших составляет 2 миллиона 497 тысяч. То есть это составило 2,2%. На сегодняшний день в Кыргызской республике на 25 февраля сегодня эпидемиологическая ситуация всего зарегистрировано 86 тысяч 91 заболевших и 83 тысячи 66 людей выздоровели. То есть умерло за это время 1463 умерших. Это составило 1,7%. Конечно, вот сегодня тоже у меня с утра спрашивали, например, эпидемиологическая ситуация в стране стабилизировалась, сейчас регистрируются единичные случаи. Мы должны знать, что, да, действительно, вчера было 24 случая, сегодня уже 66 случаев, но тот вирус, коронавирусный инфекция, вирус SARS-CoV-2, он на сегодняшний день циркулирует в популяции людей. И поэтому нам необходимо все те профилактические мероприятия, которые проводилось, и необходимо продолжить, надо ее проводить.
Как мы знаем, сейчас у вируса есть такое свойство, как изменчивость. И на сегодняшний день мы знаем, эпидемиологическая ситуация во многих странах напряженная. Я как знаю, в Литве у них локдаун был продлен до 1 марта, однако они продлили до 31 марта. То есть эпидемиологическая ситуация там ухудшилась. Есть такие страны, например, в Польше тоже. Многие карантинные мероприятия опять они возобновляют, то есть опять усиливаются, то есть опять закрываются какие-то торговые точки и так далее. То есть в каждой стране принимаются меры для того, чтобы стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране. Если мы посмотрим ситуацию в мире, то наш Кыргызстан по количеству заболевших мы стоим на 86-м месте. Но это абсолютные цифры, по абсолютным цифрам. Как мы уже знаем, 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения ВОЗ признала вспышку коронавируса SARS-CoV-2 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. И тут уже стал вопрос о разработке профилактических мероприятий. И одних из профилактических мероприятий против любой инфекции это является разработка, своевременная разработка вакцины. И многие страны начали разрабатывать эти вакцины, многие институты. И на начало 2021 года в мире было разрабатывалось около 200 потенциальных вакцин против коронавируса. И на начало 2021 года 6 из них уже применялись в разных странах для вакцинации населения. Но на сегодняшний день, уже с Нового года прошло еще 2 месяца, уже количество применяемых вакцин, конечно, увеличилось. Я бы хотела остановиться хотя бы на этих основных вакцинах. Вакцина Pfizer, которую, мне кажется, все слышали, вакцина Moderna, вакцина Oxford AstraZeneca, Спутник 5, Sinopharm и другие вакцины. Давайте я хотела остановиться вакцина BioNTech Pfizer. Эта вакцина разработана немецкой компанией. И американским фармацевтическим концерном Pfizer. Это первая разрешенная в декабре 2020 года к применению в Европейском Союзе. И первая официально одобренная вакцина Всемирной организации здравоохранения. Сейчас она производится и в Германии, в Бельгии. Ее использование также разрешено и в таких странах, как США, Великобритания, Саудовская Аравия, Израиль. Уже многие страны уже закупили вакцину Pfizer. Следующая вакцина – это вакцина Moderna. Разработчиком данной вакцины является американская биотехнологическая компания. В декабре прошлого года этот препарат был разрешен к применению в Америке. 6 января ее уже одобрили и в Европейском Союзе. 12 января этот препарат наряду с другими вакцинами Pfizer используется в Германии. И заказ на поставку этой вакцины сделали уже Великобритания, Япония, Швейцария, Южная Корея и Канада. То есть там уже миллионные, миллиардные заказы идут на эти вакцины. Следующая тоже вакцина, это Oxford AstraZeneca. Была разработана шведско-британским производителем фармацевтической продукции в сотрудничестве с Оксфордским университетом. Эта вакцина уже разрешена в Великобритании, в Индии, в Аргентине. И разработчики намерены в 2021 году изготовить около 3 миллиардов доз. И производить вакцину собираются в Индии. Я не буду говорить о других вакцинах, тоже есть и другие вакцины, да. Я хочу рассказать, что на сегодняшний день есть механизм COVAX, который поддержан 190 странами и территориями и представляет собой глобальный механизм, располагающий наибольшим возможностью обеспечить мир вакцинами и остановить пандемию COVID-19. Кыргызская республика участвует в программе механизма COVAX в рамках глобального альянса по вакцинации и иммунизации.
Я хочу сказать о том, что наша страна тоже подала заявку в Гави, что по механизму COVAX, который предоставит вакцины для вакцинации 20% населения, где будет охвачено более 1,3 миллиона человек. То есть мы подали на рассмотрение тоже вот эту заявку через Гави для получения вакцины. Я бы хотела здесь сказать, вот генеральный директор ВОЗ Тедрос от 19 февраля он выступил, было его выступление, где говорил о том, что движение за равноправный доступ к вакцинам набирает силу. Я приветствую решимость мировых лидеров выполнить поставленные задачи, приняв новые обязательства с тем, чтобы действительно положить конец пандемии и с этой целью поделиться дозами вакцин и увеличить финансирование COVAX. Мы не можем работать в обычном режиме. Странам необходимо срочно поделиться дозами вакцин и технологий, расширить масштабы производства и обеспечить устойчивую поставку вакцин с тем, чтобы все люди во всех странах могли получить прививку. Дело в том, что у многих стран нет доступа к вакцинам, и поэтому разработан этот механизм COVAX. И вот тут уже почти 7 тысяч человек из сотни организаций подписались под такой декларацией о равноправном доступе к вакцинам, которая напрямую призывает правительство и производителей ускорить процедуру одобрения и нарастить производство путем обмена знаниями и технологиями, а также обеспечить справедливое распределение доз вакцин. То есть, как вы видите, даже Олимпийский комитет, другие, вот Lancet и другие все международные организации тоже объединились, потому что на сегодняшний день действительно идет неравномерный доступ к вакцинам. Страны, у кого есть возможность, у них есть доступ, а у других стран нет, и поэтому подписана эта декларация. Декларация о равноправном доступе к вакцинам, там же говорится о том, что также содержит конкретный призыв начать с вакцинации всех медико-санитарных и социальных работников, которые в течение более 1 года находятся на переднем крае в борьбе с пандемией. В действительности пандемия COVID показала нам, что первый удар получили медицинские работники во всех странах. Это и врачи, это и медсестры, это и санитарки. То есть первую дозу, первый удар получены ими. Поэтому в декларации это обязательно прописали. Я хочу остановиться на вакцине «Спутник». Кажется, мы все сейчас читаем информацию, видим. Это российская вакцина, да? «Спутник-5» была первой вакциной от коронавируса. Ее разработали в России, в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. И зарегистрировали 11 августа после окончания 2 клинических испытаний первой и второй фазы. Регистрация вакцины без широкомасштабного тестирования вызвала критику у всех исследователей, занятых разработкой вакцин в других странах. Как мы уже знаем, когда в августе месяце говорилось о том, что была приостановлена 3-я фаза испытаний. А для нас, вы знаете, для Кыргызстана очень важно, чтобы вакцина была безопасная, чтобы вакцина была эффективная. Вот от 2 февраля 2021 года, с тех пор, с августа месяца прошло полгода, и опубликовано в журнале The Lancet. Lancet – это один из рецензированных журналов. И предварительные результаты 3-й фазы исследования российской вакцины показали очень хорошие результаты. Иммунитет, необходимый для предотвращения заболевания, у них возник уже в течение 18 дней после первой дозы. И эффективность вакцины через 21 день. Эту вакцину должны получить двукратно в первый день и на 21 день. И даже через 21 день после введения первой дозы вакцины он составил 91,6% эффективности. Эта вакцина «Спутник-5», так и называется гамма-ковид-2. Он состоит из 2 растворов, которые отличаются только содержанием аденовирусов и возбудителей ОРВИ разных серотипов. В первом растворе содержится вирус аденовирус 26, во втором аденовирус 5. Да?
В составе вакцины нет компонентов животного происхождения. В составе вакцины есть, я как помню, здесь я не прописала содержание 95% спирта и содержание и так далее. Есть еще элементы, но именно компоненты животного происхождения отсутствуют. Какие побочные эффекты имеет эта вакцина? Да? Они имеют такие же побочные эффекты, как и другие вакцины, могут иметь местные реакции, проявляются покраснение, припухлость, зуд на месте укола. И общее, это повышение температуры, головная боль, может быть такое состояние, как ломота в костях и так далее. В некоторых случаях возможно еще аллергические реакции, поэтому те, у кого имеет аллергию, они обязательно должны об этом сказать. Министерство здравоохранения разработал национальный план по развертыванию вакцинации против COVID-19. То есть здесь имеется большая рабочая группа. В этой рабочей группе входят представители республиканского центра иммунопрофилактики, педиатры, клиницисты, с департаментом лекарственного обеспечения. То есть очень большая рабочая группа, которую возглавляет заместитель министра здравоохранения. По данному национальному плану очень много было заседаний, где сам проводил заседание министра здравоохранения, где вплотную мы прописали все наши видения. И вот на сегодняшний день, день российской вакцины «Спутник-5», она прошла регистрацию у нас в департаменте лекарственных средств и Кыргызская республика, как вы уже все знаете, лекарственных средств и медицинской техники. Какова готовность вакцинации в нашей стране? Да? Конечно, за это время был разработан алгоритм распределения поступающих вакцин, они были подготовлены, склады готовы принять вакцины, разработан предварительный план по разворачиванию прививочных пунктов. И по результатам оперативного слежения за процессом иммунизации будут разворачиваться остальные пункты вакцинации во всех регионах республики. И для проведения вакцинации будут привлечены все подготовленные медицинские работники, занимающиеся прививками в стране. И на сегодняшний день на местах тоже выехали специалисты, многие прошли, еще обучают обучают на сегодняшний день медицинские работники именно по вакцинации. Да? И хотелось бы сказать о том, что прививки против COVID будут на добровольной основе. Какие этапы вакцинации, да, у нас в республике? На первом этапе планируется вакцинировать в первую очередь медицинских работников. Это медицинские работники с высоким и очень высоким риском заражения, работающие в красной зоне, в группе семейных врачей, в центре семейной медицины. Это медицинские работники неотложной скорой помощи, отделение интенсивной терапии с высоким риском развития тяжелых форм заболевания. Медицинские работники и персонал учреждений долговременного ухода. Это будут социальные работники, преподаватели учебных заведений, работники правоохранительных и силовых структур, работников сфер услуг, торговли и общепита. На втором этапе, то есть у нас это будет поэтапное, на втором этапе планируется проведение вакцинации вакцинами программы COVAX. Это в возрасте 60 лет и старше, лица моложе 60 лет с клиническим фактором риска, с хроническими заболеваниями, социально уязвимые прослойки населения. Конечно, как мы уже знаем, при коронавирусной инфекции основной наша группа риска являлись именно пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, и поэтому они уже были прописаны на втором этапе. И уже третий этап, это будет продолжена прививки за счет государства, это уже остальные населения. Я бы хотела остановиться еще на том, что да, вакцинация является одной из профилактических мероприятий. Мы должны об этом знать. Обязательно, как мы уже до этого говорили, все эти санитарные требования, которые мы предъявляли, говорили, это еще остается в силе.
то есть это санитарно-гигиенические нормы поведения. То есть, несмотря на то, что если даже будет вакцинация, не будет вакцинации, все равно мы должны мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиками. То есть эти мероприятия должны оставаться. Необходимо вот соблюдение дистанции не менее 1 метра с окружающими, если есть возможность, то уже будем просить. Ношение медицинских масок обязательно. Частое проветривание жилых и офисных помещений, особенно при частых посетителях. Соблюдение этики кашля и чихания. Вот это наша культура тоже опять, воздержаться от рукопожатия и объятий. Обработка поверхности предметов, которые вынуждены часто пользоваться, то есть дверные ручки, поручни. Вот это все-таки необходимо еще обрабатывать. Для нас очень важно, потому что основным фактором тоже риска заболевания именно не только коронавирусной инфекции, но и других респираторных инфекций является именно даже общественный транспорт, места скопления. И для того, чтобы снизить заболеваемость, нам необходимо комплекс мероприятий. Также в этот комплекс мероприятий входит это укрепление здоровья, это соблюдение режима сна, труда и отдыха, это полноценное, разнообразное, сбалансированное питание, не менее 3 раз в день, это обязательно. Это адекватная физическая активность, не менее 30 минут в день. Отказ от вредных привычек. Как никогда мы должны знать о том, что нам надо отказаться от алкоголя, табака, наркотики. Многие думают, что алкоголь снижает вирусную нагрузку. Я хотела сказать, что алкоголь состоит 40% у нас. А для того, чтобы уничтожить вирус, нам необходимо не менее 70% спирт. И вообще, наоборот, они снижают иммунитет, разрушают наш организм. Очень немаловажную роль имеет, надо избегать стрессов или адекватно, терпеливо отношения к ним. Очень важно, на сегодняшний день мы понимаем, что конец февраля, вот сегодня выпал снег, это говорят, до 28-го, в последующем будет потепление. Тем не менее, вот в осенние дни мы тоже должны одеваться по сезону, избегать переохлаждения, потому что это тоже является одним из факторов заболеть инфекцией. Вот так я вам вкратце рассказала про наше мероприятие. Если у вас будут вопросы, пожалуйста. Ну, я думаю, вопросы действительно есть. Учитывая, да, спасибо вам большое, прежде всего, за такую хорошую презентацию о планах правительства Кыргызской Республики, Министерства здравоохранения в сфере вакцинации, защиты здоровья, в первую очередь, наших граждан. Да? Но учитывая то многообразие, которое у нас есть, в первую очередь религиозное многообразие, вот хотелось бы услышать вот с религиозными сообществами, какая работа проводится по продвижению вот идеи вакцинации, ну, например, тем же самым спутником ВИ. Да? Я бы хотела сказать, что какая работа проводится. Вот мы начали с вами работать, еще нам вакцина не поступила в страну. Если к нам поступит вакцина, в первую очередь мы начинаем работать с медицинскими работниками. И в последующем уже будем работать с населением. Нам вот все-таки это уже 2-й, 3-й этап будет. И, конечно, мы будем с вами работать. И именно мы, знаете, по механизму COVAX к нам поступали пакет документов, например, от Pfizer. Да? И у нас здесь наши эксперты изучили и решили, что на территории республики мы не можем ее использовать, потому что логистически это было сложно. Нам необходимо было обеспечить холодовой сейф, необходима логистика, холодильная камера, минус 70 градусов, да, которые должны при себе. То есть мы ее как бы на временно отстранили. И на сегодняшний день, как вы уже сказали, у нас вот только поступает, мы получили одобрение именно на прошлой неделе, именно вакцину «Спутник-5». Конечно, мы думаем, при поступлении вакцины мы обязательно начнем, уже начинается работа, и мы будем работать с вами, с религиозными.
нашими партнерами, с духовным управлением мусульман и так далее. Так же, как и работали, мне кажется, во время ковида. Ну, понимаете, вот я здесь хотел бы немножко уточнить. Минздрав, это официальные данные, в 2018 году зарегистрировал, что более 7 тысяч человек отказались прививать своих детей, да, вакцинами от полиомиелита там, и так далее. Это 7 тысяч человек отказались прививать детей. Это значит, что семья, ну, в среднем, да, 5 человек. 5 на 7 это сколько? 35 тысяч, да, получается? Вот. То есть как бы на 2018 год более 35 тысяч человек стоят на это религиозные люди, которые не хотят вакцинироваться, да, вот, которые считают, что вакцины вредят. Понятно, что как бы когда писали все священные книги, вакцин и, собственно, программ вакцинации не было. И вот хотелось бы услышать, вот, что делается РЦУС для того, чтобы подсказать людям, да, что это можно делать, что нужно это делать. Да, большое спасибо. Вы знаете, очень много, да, отказников, но я не считаю, даже там, где мы считали, что по религиозным, когда наши работники начали по домам проводить дворовые обходы, мы увидели другие факторы, нерелигиозные факторы, понимаете. Буквально нам помогли большую помощь гражданское сообщество. У нас есть сельские комитеты здоровья, их по республике 1500, они все были задействованы. Нам помогли Лига защиты детей, Красный полумесяц. И буквально мы даже вот в 2019 году провели огромную работу именно в новостройках, именно брали списки отказников и ходили по дворам, объясняли. Были те, которые действительно были против, но были те дети, родители, которые согласились, они пришли на вакцинацию. И вот как раз в 2019 году мы начали работу большую, плотную. Потом вакцина COVID, он внес свои директивы, и многие нельзя было посещать поликлиники, и были приостановлены. Огромная работа проводится, конечно, со стороны Республиканского центра иммунопрофилактики, организованы мобильные бригады, мобильные машины, да, они выезжают бригадами, и на местах, труднодоступных местах они проводят вакцинацию. И на сегодняшний день, как вы знаете, уже многие наши медицинские работники вышли, они работают, и сейчас везде возобновлены работы вакцинации. И буквально даже на сегодняшний день, вот сегодня, да, у нас есть вот в селах, труднодоступных селах, есть WhatsApp-группы. И мы через них вот отправляем всю информацию, которая у нас есть, через кабинет, у нас есть 268 кабинетов укрепления здоровья. И через этих специалистов мы даем информацию, и через онлайн мы отправляем всю эту информацию полностью. И буквально даже приехала тоже одна группа в Джалабадской области, провели очень хорошие тренинги, вот буквально в феврале месяце, называется «Межличностное общение», именно медицинскими работниками. Мы их обучали, медицинских работников, как работать с религиозными, как работать именно вообще с другими отказниками, с детьми. Проведена очень хорошая работа. И вот даже вот планируем уже в апреле месяце, у нас есть очень большой процент отказников от вакцинации, на календарь профилактический, да, выезд в Джалабадскую область. То есть огромная работа проводится, и мы будем продолжать, и будем обучать, как с медицинскими работниками, так же и с населением. Да, и мне кажется, та работа, которая была проведена, никто ее не, скажем так, оспаривать не будет. Но мне хотелось бы все-таки здесь тоже отметить роли Совета улемов Духовного управления мусульман Кыргызстана. Да? Я просто напомню, что 5 апреля 2019 года Совет улемов принял фатву. Фатва – это рекомендация верующим. Да? И там было сказано, что верующие могут... дело в том, что это до принятия этой фатвы в течение 2 лет, 17-18 годы, как раз шли ожесточенные дискуссии о необходимости вакцинации. Да, и в конце концов Духовное управление мусульман Кыргызстана она распространила, если я не ошибаюсь, 5 апреля 2019 года фатву о том, что верующие могут получать прививки, в составе которых нет свинины и других запрещенных веществ. И там говорится о том, что пророк Мухаммед говорит о том, что Бог послал людям болезни и лечение к ним.
и вывод идет о том, что поэтому лечитесь. Да? И там говорилось о том, что мнения разнятся насчет прививок, это я уже цитирую, да, и мы, то есть Думку Совета Улемов, поддерживаем то, чтобы вакцинация проходила по желанию каждого человека. И было указано, что можно проходить вакцинацию, когда нет альтернативного лечения болезней, и специалисты доказали, что прививка может вылечить человека. И как раз-таки вот основной причиной отказа от прививок кыргызстанцы по итогам опроса 2019 года называли религиозные убеждения. И вот в этой связи, мне кажется, вот, можно было бы усилить вот презентацию о том, что вот COVID-19 и так далее, вот именно подобными отсылками, да, что это, да, это уже было принято. Более того, что, видите, здесь в фатве говорит о том, что в составе которых нет свинины, вакцин и других запрещенных веществ, это алкоголь, наркосодержащие вещества и так далее, да, но есть и мнение о том, что можно их применять, если они прошли переработку. Да. У нас, скажем так, достаточно такое широкое религиозное разнообразие. У нас не только мусульмане, у нас есть и приверженцы иудаизма и других религий, которые, в принципе, не приемлют свинину, не приемлют, когда смешивается молочная сыворотка с извлечением из белковой, да, массы, как, ну, скажем так, мясо, да, проще говоря. И вот в этой связи, безусловно, ну, мне кажется, это, конечно, это мое сугубо личное мнение, было бы замечательно презентацию усилить этой частью, да, усилить решениями богословов, Русской Православной Церкви, например, да, Духовным управлением мусульман и так далее. С тем, чтобы показывать, что да, вакцинация не противоречит религиозным канонам, и то, что она приносит действительно пользу верующим в первую очередь. Да. И вот было бы хорошо, если бы ну, в вашей презентации или презентации ваших коллег это было бы где-то обозначено. Потому что, понимаете, вот опять же, это мое личное мнение, если с точки зрения смотреть религиозное сообщество, здесь вот как бы светский подход. Но человек верующий, он не видит ответа на свои вопросы. Да? Можно или не можно? Понятно, вакцина есть, понятно, они работают. А как можно? Да. Например, Большое спасибо. 19 февраля этого же года Духовное управление мусульман Татарстана приняло решение, что вакцину «Спутник Ви» можно применять, но они изучали состав, там направляли запросы, халяльно, не халяльно и так далее. Это принято, да, было. У нас такого нет, к сожалению. Вот. И, учитывая вот эти вот последние тенденции, вот повышенную религиозность, может быть, это как вот предложение к дальнейшей, может быть, просветительской работе, было бы хорошо, если бы подобные же вот заключения, фатвы, решения были бы получены от основных религиозных организаций, которые работают у нас в Кыргызстане. Да? 2-3 было бы достаточно. И если это будет публиковаться, мне кажется, эффект будет лучше. Мы смотрели вот тоже, когда готовили нынешние мероприятия, сегодняшние мероприятия, вот основные моменты, по которым люди не хотят вакцинироваться. Да? Причем вот мы удивились, это не только религиозное сообщество, да? Вот, а это и достаточно светские люди. Да? Люди говорят о том, что кто-то деньги зарабатывает на этом, да? Что это всемирный там заговор тех, кто наслал болезнь и теперь разрабатывает вакцину с тем, чтобы на этом заработать деньги. Да? Вот. Но вот для религиозных сообществ они говорят о том, что это противоречит предопределению Бога, да, свыше. Но это не так, потому что есть и доводы и в пользу. Да? Вот. И мне кажется, вот в этом направлении можно было бы поработать и вместе, в том числе с религиозными организациями нашей страны. Большое спасибо.
организаторы, они в таком случае, если была презентация звучала так, что вакцинация, в том числе против COVID, было бы по-другому. Но они мне сказали только COVID, поэтому я взяла только COVID, понимаете? Я думала, просто необходима информация, как страна готовится к COVID, да. Мне дали так, по крайней мере, задание. Если была бы вакцинация, то я бы взяла бы, да, может быть, остальное тоже, да, хорошо. Да, я с вами согласна. Может, действительно, если вы считаете правильным, то именно вакцину против COVID, может, тоже это надо в ФАТПу отдельно, может быть, и как вы думаете, может, надо об этом подумать? Именно против ковида, может быть, действительно необходимо. А то, что люди не хотят вакцинироваться, да, это многофакторно, это не только религиозное убеждение, действительность. Когда у нас даже было прописано это религиозное убеждение, когда пошли, там вообще другие факторы были. И поэтому я думаю, что на сегодняшний день сейчас многие люди вакцинируются, многие дети вакцинированы, вы правы. Те родители, которые не вакцинируют своих детей, конечно, мы проводим огромную работу и будем проводить. А насчет вот вакцины COVID, в действительности это новая вакцина, она недавно только зарегистрирована на стране. И, возможно, мы начнем большую разъяснительную работу после поступления, если в страну поступит большое количество вакцин. Конечно, мы будем проводить. Я с вами согласна. Да, спасибо. Спасибо вам большое. Вот. Ну, мне кажется, вот сегодняшняя презентация, сегодняшняя встреча вызывает еще больше вопросов, да, на котором надо работать, делать. Может быть, есть смысл, ну, я не знаю, это уже вот на уровне, может быть, проектной плоскости, может быть, есть смысл разработать какие-то, ну, памятки, там, что-то такое, да, вот на русском, кыргызском, узбекском, таджикском языках для наших сограждан, да, что вакцинация против COVID-19 не противоречит ни религиозным убеждениям, ни, собственно говоря, тем, ну, помогает, да, людям, предотвращает и спасает их, да, и вот с такими отсылками, наверное, было бы интересно поработать, так как мы, например, отмечаем на местах, что у нас есть и районы, айлюк-мету, села, где, в принципе, уже превалирует больше религиозная риторика, да? В этой связи, наверное, можно было бы разработать уже более широкий просветительский ряд материалов, с кем можно работать, как можно работать. Да, спасибо большое. Я хотела бы тоже добавить комментарий. Мы благодарим Нурулю Алмазбековну за вашу отзывчивость. И на самом деле именно такая кооперация очень открытая идет. Сейчас мы планируем подготовить ряд видеороликов, да, и инфографик, и в этом очень нас поддерживает Республиканский центр укрепления здоровья, просто как часть информирования религиозных сообществ по данной вакцинации, которая собирается сейчас развертываться в Кыргызстане, да? Поэтому идет такая работа, и скоро вы можете увидеть эти видеоролики также в социальных сетях, и вот поэтому благодарим Нурулю Алмазбековну. Спасибо вам большое. Да. И у нас есть вот тоже участник конференции, но вот под инициалами, к сожалению, Ж.Б. И есть комментарий, да. Пожалуйста, представьтесь, включите, пожалуйста, видеокамеру, чтобы мы вас видели. Здравствуйте, меня видно и слышно? Да, видно, слышно. Спасибо. Спасибо за предоставленную возможность. Меня зовут Джангл Бакамбаева. Я под инициалами просто зашла, торопилась. Да, конечно, не вопрос. Вы Спасибо. знаете, огромная просьба организаторам данной очень полезной инициативы обратиться все-таки к уже имеющимся практикам, уже имеющимся урокам работы с общественностью. Буквально на днях я видела замечательный ролик, сделанный в Великобритании. Блогеры обоих полов, разных возрастов, разных вероисповеданий, мусульмане, пакистанцы, англичане, женщины, мужчины, говорили короткие, ясные, четкие месседжи, да, предложения, которые развенчивали
все эти мифы, все эти предрассудки касательно вакцин. Например, появлялась девушка в платке, и она говорила, вакцина не содержит элементов животного происхождения, в частности, белка, свиного белка. Появлялся знаменитый комик, может быть, знаете, Ранганейтон его фамилия. Он очень популярен, он шри-ланкиец по происхождению, но он тоже сейчас культовая фигура в шоу-бизнесе Великобритании. Он говорил, что нет, вакцина не содержит никакого чипа, ни жидкого, ни твердого. И на самом деле ваш телефон, в нем больше чипа, и он больше передает информацию о вас, чем какая-либо вакцина, которая вообще не будет никакой информации о вас куда-то там передавать. Да? Очень короткие, ясные, с юмором предложения, которые бьют прямо в цель. То есть минимум воды, максимум информации, очень такое дружелюбное расположение к слушателю. Они составляли вот эти ролики. Видно было, что разработано было грамотно, профессионально, снято красиво. И я просто призываю, у меня большая просьба, вот такие ролики, в частности на кыргызском языке, для наиболее широкого распространения, особенно среди молодежи, среди сельской молодежи, среди верующей молодежи, потому что кыргызоязычный сегмент соцсетей, он огромен. Нас сейчас на нашем вот интересном семинаре, на нашей презентации, нас 7 человек. Там будут, в кыргызоязычном сегменте социальных сетей сидят десятки тысяч молодых ребят и людей всех возрастов, которые находятся в том числе в трудовой миграции в России. Да, у них сейчас есть возможность получить, кстати, спутник, я думаю. И это будет вот как раз в плане коммуникации, в плане эффективности, мне кажется, это будет самое то. Пожалуйста, если у вас есть возможность, пожалуйста, подумайте над этим, как наиболее вот таким эффективным способом донести этот месседж. Спасибо. Спасибо за комментарий. Мы как раз, да, комментарий. мы и собирались разработать видео против мифов о вакцине. Так, Юля, пожалуйста, Спасибо, да. снимите маску, плохо слышно вас. Так лучше слышно? Да, так намного лучше, спасибо. Мы участвуем во флешмобе «Носите маску». В общем, спасибо еще раз за комментарий. Мы действительно будем делать видео. И сегодняшний вебинар мы тоже будем распространять с субтитрами кыргызскими в кыргызоязычных соцсетях. То, что сейчас у нас такое количество человек нас еще смотрят в Фейсбуке, онлайн-трансляцию ведем, и будем его распространять дальше в кыргызоязычные сегменты. И я не уверена насчет знаменитостей, но мифы мы обязательно сделаем, все развенчаем и будем распространять в том числе на кыргызоязычную аудиторию. Спасибо еще раз. Я думаю, здесь стоял еще вопрос не сколько вот распространения, да, о том, что есть продакшн, который надо делать с участием авторитетных людей, к чему мнению прислушивается большинство. Да? У нас даже мусульманское сообщество разное. Да, сейчас по всему миру, не только в Великобритании, идет массированная кампания с привлечением знаменитостей. Подождите, можно я все-таки закончу? Да, в Британии да, все замечательно, там есть AstraZeneca, Pfizer там и так далее. Понятно, что Европейский Союз вводит санкции в отношении Великобритании за то, что они все вакцины к себе забрали и так далее. Да? Но здесь вот самое хорошее предложение, ценная вещь прозвучала о том, что нужны, так сказать, вирусные ролики, да, с участием наиболее ключевых религиозных деятелей. Да? Понятно, что если, например, Духовное управление мусульман Кыргызстана выступит, это охватит только одну часть верующих, да, мусульман. Вот. А у нас, извините меня, 72 течения только в одном мазхабе. Да? Вот. И, собственно, вот если такие люди будут идентифицированы, тем более мы по признаку, да? Есть чисто кыргызские мечети, узбекские мечети, дунганские и так далее. Поэтому вот предложение, которое прозвучало, мне кажется, оно несколько шире. Да, не только просто вот распространить запись нашей сегодняшней встречи, а создать новый продукт. Ну, я думаю, это уже несколько такая уже другая проектная плоскость. Это не имеет отношения к сегодняшнему семинару. Сегодняшний семинар прекрасный, замечательный, проблем нету, делайте хорошую работу. Вот. Но здесь прозвучала мысль о том, что надо ее расширять. Надо готовить, может быть, и вирусные ролики, которые молодые люди
не только на кыргызском, но и на узбекском, таджикском, дунганском языках будут распространять, и на русском языке в том числе будут распространять у нас в стране. Ну, дай бог, чтобы и в других странах Центральной Азии в том числе. Да? Вот. И это действительно такая хорошая, достойная задача. Но, насколько я понимаю, пока донорских средств на это нет. И поэтому, мне кажется, надо госорганам думать о том, как бы заняться таким просветительством. Можно я скажу, как я уже сказала, у нас есть национальный план. На сегодняшний день тоже при поддержке у нас имеется коммуникационный план. Конечно, уже имеется разрабатываются уже информационные материалы, сейчас уже тиражироваться будут. Кроме этого, и видеоролики обязательно. Мы учтем предложение Джанлы. Конечно, мы обратимся к профессионалам, они нам помогут. В действительности мы хотели начать эту работу, но мы ждали, какая вакцина поступит для Кыргызстана, что она будет содержать, потому что сначала говорили о AstraZeneca, потом приходили другие документы. Конечно, мы страна, которая зависит от механизма COVAX, что она представит, что у нас поступит. И на сегодняшний день мы знаем, вот ждем, что будет поступление вакцины «Спутник-5», да? И поэтому мы вот подготовились к этому, то, что могли. А насчет материалов, да, наши журналисты, все они готовы. Как только будут, сразу запустим. Если мы сейчас, представьте, будем запускать, в стране нету вакцины, будут просить, где вакцины, и вакцин нету. Мы готовы, у нас много что разработано есть, уже печать дали. И вот только будет, так сразу мы тоже начнем работать. Да. Есть у нас уже и в плане, и радиосообщения, и ролики. Все у нас, да. Коммуникационный план тоже у нас уже разработан есть. Да. И вот тут, Ширадил, я с вами согласна. Здесь нам необходимо с алертом тоже с вами поработать. Может, в действительности нам надо разработать совместные. И хочу сказать, они уже представили уже первый видеоролик, мы хотим сейчас рассмотреть, да, вот вы сейчас уже вы нам уже передали, мы посмотрим. И сценарий ролика, возможно, мы одобрим и вам тоже дадим уже. Не знаем, за какой срок, но это будет уже тоже готово. А так, конечно, как вы уже сказали, да, мы будем работать, обязательно с религиозным выпадом мы будем работать. Да. Спасибо вам. Спасибо, что услышали голос. Ну, как бы мы работаем в этой сфере, и поэтому, безусловно, мы понимаем чаяния наших, скажем так, членов рабочих групп. И у нас, в принципе, один из участников, это протоиерей Алексий, это Русская Православная Церковь. Вот. Там, конечно, все более отработано, да, механизм отработан, а вот в случае с духовным управлением мусульман Кыргызстана, там существуют свои определенные сложности. Да. Есть сложности с другими религиозными организациями и так далее. То есть, безусловно, это надо учитывать. И я так понимаю, ну, у вас сегодня ноша тяжелая, наверное, обращаются с тем, чтобы учитывали гендерный фактор, да, учитывали детский фактор и так далее. Вот. И мы понимаем, какая сложная миссия на вас возложена, понимаем, что те средства, которые выделены на просветительскую кампанию, не безграничны, но мне кажется, что и, в принципе, религиозное сообщество готово включиться в этот процесс, и, мне кажется, они готовы даже найти каких-то, ну, не знаю, я не скажу, что спонсоров, но какую-то помощь из других стран, да, вот с ними надо разговаривать, понимаете. Вот мы как бы, я просто тоже привлеченный человек к деятельности представительства International. Но вот общаясь с верующими людьми, я понимаю, что существуют, во-первых, религиозные благотворительные организации, да, которые не имеют отношения к, собственно, религиозным организациям. Да, они просто дополняют друг друга, вместе где-то работают. И вот этот сегмент религиозных благотворительных организаций, он всегда остается неохваченным.
Вот можно было бы и с ними в том числе поработать, да, что они могли бы предложить, какую помощь, потому что каждая религиозная организация, у них 3 основных вида деятельности. Да? Ну, собственно, работа с верующими, продвижение религии и вот религиозная благотворительность. И вот с религиозными благотворительными организациями у нас в стране практически никто не работает. И можно было бы вот на них обратить внимание, да. Ну, это как пожелание или, не знаю, как поделиться советом, да, знаниями. Ну, в условиях COVID они большую помощь оказали, мы совместно работали, разработаны были совместные информационные материалы, и вот наши партнеры, вот International Alert, они помогли нам тоже в тиражировании. С духовным управлением мусульман мы несколько раз тоже, не раз собирались за круглым столом, вместе обсуждали вопросы именно во время ковида. Они приходили, мы к ним ходили, садились за круглый стол, вместе решали и по вакцинации, и по всем. Я думаю, что по вакцинации против ковида тоже у нас будет огромная совместная работа с ними. Со стороны духовного управления, со стороны мы видим только поддержку, если честно. Всегда они открыты, они всегда готовы работать с нами. И поэтому, мы думаем, совместно будем работать в этом направлении тоже. Да. Ну что ж, у нас практически подходим уже к финишной прямой. И мне кажется, IPRI как организатор, как главный человек по этому проекту, наверное, хочет сказать завершающее слово, да? Да, спасибо. Ну, не главное, конечно, но тем не менее, спасибо большое. Хочу В этом проекте выразить главный человек. огромную благодарность директору Республиканского центра по укреплению здоровья населения Нурлеву Мазбекану, да, за вашу постоянную поддержку. Спасибо вам большое и за вашу огромную работу в нашей стране. Спасибо большое отцу Алексею за ваше участие и Джанел за ваши вопросы. Мы обязательно опубликуем, точнее, он уже идет в прямом эфире в Фейсбуке, и дальше мы его прорекламируем, чтобы еще больше людей смогли просмотреть сегодняшний важный вебинар. Спасибо вам большое за ваше участие. Хотелось бы услышать мнение протоиерея Алексия. Ну, да. Как РЦП относится к вакцинации? Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Конечно, было интересно послушать. Но самое главное, что я хочу сказать, в нашей православной среде я не встречал отказ от вакцинации на религиозной основе. Совершенно нет. Ну, во-первых, у нас качество пищи, там состав это не беспокоит. Это понятно. Здесь вопрос вмешательства в промысел Божий, он в православном богословии, вообще христианском, древнехристианском решается очень просто. Есть высказывание, святоотеческая мысль о том, что лечиться не грех, это не есть вмешательство в промысел Божий. Есть как особый подвиг духовной жизни, когда человек отказывается от лечения в болезни, но этот особый подвиг могут нести не все, мы об этом объясняем, когда только начинаешь об этом говорить. Я ни разу не видел, чтобы со мной поспорил кто-то или с кем-то. Мы говорим, что слово ропота, ну, когда человек жалуется на боли, там, на что-то, тогда получается там в тысячекратно больший грех. То есть, когда человек, например, болеет и лечится, и, допустим, жалуется, ропщет, ему грех малый, потому что человек, ну, сам от себя все зависящее сделал. А вот если человек взял на себя такой груз, это духовный подвиг, и потом начинает жаловаться, извините, то а кто тебя тянул туда? Есть такое выражение: на крест не просись, с креста не сходи. Поэтому вопрос именно в религиозном сфере отказ нет. А вот вопрос, знаете, такой, поддержу так называемую вами перечисленную светскую часть общества. Они говорят о том, что в те времена, в советские времена, государство прямо в финансах не было заинтересовано в продаже вакцин, в распространении лекарств. Ну, это не было средство заработка, поэтому делали вроде как, выпускали то, что вот необходимо. А сейчас действительно очень много людей боятся некачественного, то, что больше рекламы, то, что вред принесет, чисто из физических побуждений. Вот это страшно, что, может быть, прививают и в тех случаях, когда, может быть, можно бы отказаться, ну, как бы повременить. Вот. То есть
коммерческая составная пугает вот большинство людей. В своих личных вопросах, беседах, когда, например, больше года назад, когда перед пандемией мы собирались, действительно, там были представители из муфтията, да, чем сам муфтий был, там наш владыка был. Этот разговор там обсуждался. Ну, я после этого, когда вот на мероприятие ехал, и после, даже в такси спрашивал водителей. Вот, они спросили: батюшка, куда едешь? Ну вот я говорю: так. Они мне: ну и как вы относитесь? Ну вот я так сказал, что я вот 76-го года рождения, я все прививки в детстве в СССР получал. Говорит, а сейчас вот я слышу, что родители боятся. И я 2 случая услышал от водителей, например, что один сказал, что у него в семье ребенок умер вот от прививки. Там у другого, другой водитель сказал, что у друга вот так случилось. То есть просто хочется вот здесь, может быть, пожелать, предложение, попросить, чтобы медицинское сообщество, вот, может быть, не только духовную сторону, а вот именно больше вот этот момент, то есть, что не будет никакого принуждения, что всегда нужно вопросы применения вообще любых прививок решать индивидуально, что врачи очень часто в поликлиниках, в детских семейных центрах, график, вот у них есть список, начинают давить на матерей. Может быть, не глядя, что ребенок недавно переболел, а у них график. Надо колоть, и вот колят, а потом последствия. Вот хочу сказать, что вот это больше всего, вот эти факты настораживают, вот эти факты пугают, а никаких конспирологических страхов там или мистических в православной среде нет. Я думаю, это замечательный, скажем так, комментарий, учитывая то обстоятельство, что да, государству верим, да, действительно, органам верим, а вот когда доходит до уровня исполнения, начинаем сомневаться, да, потому что, да, действительно, мы были свидетелями того, когда, например, в прошлом году бесплатно выдаются ПЦР-тесты другими странами в нашей стране, да, а на практике, оказывается, за это надо платить. Да, потому что этим занимаются уже более коммерческие структуры, может быть, недобросовестные врачи и так далее. Хотя надо отдать должное врачам, которые действительно работали. Но с моей практики, с практики моих друзей, никто бесплатно ПЦР-тест не сдавал. Да? Хотя мы прекрасно знаем, что Российская Федерация, Китайская Народная Республика эти же ПЦР-тесты предоставили в качестве гуманитарной помощи на бесплатное. Всем, кто болеет, делается бесплатно, контактным делалось бесплатно, это однозначно, да. ПЦР-тесты были, но другие люди, да, это были коммерческие. Все ПЦР-тесты, которые поступали по гуманитарной помощи, они все проверяются, они на контроле. Вы знаете, сейчас наше министерство, проверка на проверке, мы сидим полностью, уже сколько уже, одни проверяющие приходят, после них другие приходят. И поэтому очень жесткий контроль стоит над всеми гуманитарной помощью, которая поступает именно в наше здравоохранение, в частности, именно тоже ПЦР-тесты тоже, да. Хорошо, спасибо большое, что вы внесли ясность. В принципе, думаю, это можно будет сделать как бы отдельные вебинары, но сейчас мы можем завершить и мы можем остановить запись. Поэтому благодарю вас еще раз за ваше участие и за ваше время. Спасибо вам большое. Берегите себя и своих родных. Спасибо большое. Спасибо.